как аргументы я использовал произведение Достоевского «Преступление и наказание». Все думы о классиках. Сегодня 650 тысяч человек по всей стране писали итоговое сочинение. Сегодня на ринг выйдет один из фаворитов весовой категории 60 килограмм Исмаил Нестоев. Расскажем о самых ярких поединках второго дня всероссийского турнира по боксу среди мужчин. Выступая, слушая своих коллег с других республик, с других университетов, они смотрят свои минусы, недочеты, улучшаются в любом случае. Финансы, теория и практика. Самые горячие практические вопросы денежной сферы сегодня обсудили на конференции в ИНГУ. Сегодня на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной Мухтар Матиев. Санитарные книжки, налоговый учет, все. В Малгобекском районе сегодня проверяли на совесть предпринимателей, кто ведет не совсем легальный бизнес. Здравствуйте, это новости 24. Сегодня в городе Минеральные воды Ставропольского края прошел 4-й бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ», собравший на единой площадке для диалога представителей бизнеса и институтов государственной власти в Северо-Кавказском федеральном округе. В торжественном открытии многофункционального выставочного центра Минводы-Экспо приняли участие зампред правительства России Виталий Мутко, министр страны по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников, главы республик Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а также губернатор Ставропольского края. После официальной части мероприятия состоялась панельная дискуссия, в рамках которой Виталий Мутко подчеркнул, что Кавказ – это геостратегический регион, и инвестиции направлены на реализацию тех целей, которые сейчас определены государством до 2024 года. Прежде всего, уровень жизни людей, социальная инфраструктура через поднятие экономики этого макрорегиона. Используем при этом все преимущества, которые здесь есть. До 2024 года государство вложит 200 миллиардов рублей. В ходе дискуссии прозвучал вопрос привлечения частных и госинвестиций в Ингушетию. Махмуд Али Калиматов в этой связи ответил, что вклады государства и частных инвесторов в регион неоценимы. В качестве примера он привел успешный проект «Сад-гигант Ингушетия», который развивает агропромышленный комплекс региона, но вместе с этим добавил, что без государственной поддержки не представляется возможным что-либо сделать. Государство вложит по национальным проектам только в регионы Северного Кавказа 200 миллиардов рублей. Наши инвестиции будут направлены на поддержку малого бизнеса, на создание туристического потенциала, инвестиции в инфраструктуру, аэропорт, дороги. Особенность здесь такова, что 42% уже сегодня работает в малом бизнесе. И нам нужно сюда очень активно инвестировать. Сделать все, чтобы уже к 2024 году мы ощутили реальные изменения и в экономике, и в социальной сфере, и в качестве жизни граждан. Не хватает как раз логистики и хранения и глубокой переработки продукции. И основная, наверное, проблема, которую я увидел сам и выезжал, встречался с сельхозпроизводителями, это абсолютно разбалансированная мелиорация. Грантовая поддержка, хочу сказать, это очень важно, сельхозкооперативы, развитие садоводства. Я думаю, это будет очень положительно для самих жителей, ну и для развития сельскохозяйства. 250 лет прошло, как Ингушетия добровольно вошла в состав России. Круглую дату будем отмечать в марте 2020 года, а пока о значимости события рассказывают молодежи. Сегодня эту миссию исполнил депутат Руслан Албагачиев. Жаридат Холхоева продолжит тему. С тех пор, как ингуши связали свою судьбу с Россией, минуло 2,5 века. Достаточное время, чтобы осмыслить всю мудрость решения наших предков. Вхождение ингушей в состав империи состоялось не вдруг и не в результате войны. Этому предшествовал длительный период постепенного сближения. В то время представляли каждый населенный пункт старшины. Эти старшины объединились. Наиболее крупные населенные пункты, их было 24. Во главе этих населенных пунктов стоял Ангуш, нынешняя Тарская.
чтобы вы знали, там в то время проживало более 300 ингушских фамилий. Значит, это было сборное место, где проводились судьбоносные для нашего народа мероприятия. На заседании присутствовало очень много гостей, много было выступающих, и никто не поставил сомнения дату. В то время это было 3-4 марта 1770 года, по новому стилю это было 17, 18, 19 марта. Судьбоносный момент для ингушского народа и исторический для России. В 2020 году исполнится ровно 250 лет со дня, когда ингуши первыми северокавказских народов добровольно соединились с огромной державой. Этот момент детально и поименно описан в этих книгах, которые депутат Народного собрания Руслан Албагачиев принес в дар медицинскому учреждению. Здесь найдете много других материалов о том, какие усилия приложили до 1770 года. Начиная с 1733 года были много попыток для того, чтобы заключить союз. Но много причин мешали. То военные действия, то небольшое количество. Хотя с некоторыми заключали соглашения, но дата 1770 год, 17 марта, является дата в полном объеме охватившего все населенные пункты, не могу сказать, но 24 наиболее крупных населенных пунктов. На протяжении всей истории взаимоотношений с Россией ингушский народ не раз доказывал, что дорожит единством с ней. История хранит примеры достойного участия наших земляков в исторической судьбе государства. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. Примером служения является и Асият Тутаева, имя которой носит медицинский колледж. Брать с нее пример Албагачиев призывает студентов образовательного учреждения. Несмотря на то, что она была докторантом в Санкт-Петербурге, в самое сложное время для Советского Союза она решила пойти на фронт, потому что там она, как врач, была намного нужнее. Сегодня вы обязаны работать и учиться, беря пример с Асият Тутаевой, чье имя носит ваш колледж. Завещание прошлого поколения новому сохранить и укрепить отношения с великой державой поддерживают и студенты. Эта встреча стала своего рода напоминанием о клятве, данной их предками в 1770 году. Очень много интересного сегодня узнали вообще о присоединении, добровольном присоединении Ингушетии в состав России. 17 марта 2020 года этому событию исполнится ровно 250 лет. В рамках его празднования правительством региона будут организованы масштабные мероприятия. Их началом являются такие встречи. Изоляционный путь для нашего народа он был губителен. Россия нуждалась в союзе с Ингушетией, во всех документах об этом сказано. Ингуши нуждались в союзе. И поэтому, чтобы студенты знали, как все это происходило, какое значение это мероприятие имело. Такие встречи в рамках празднования будут проходить и в остальных учебных заведениях региона. Жарадат Хулхоева, Джамиля Тамасханов, Новости 24. Россияне стали больше денег тратить на медикаменты. По мнению экспертов, это связано не с ростом цен на лекарственные средства, а со снижением спроса на дешевые медикаменты. Так, за октябрь этого года средний чек за лекарства вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К примеру, россияне на 21% реже стали покупать активированный уголь. На 16% уменьшились продажи мукалтина. Некоторые отказываются от недорогих лекарств, потому что считают их неэффективными. Другие из экономии покупают большие упаковки оптом, как известно, дешевле. Но это касается только препаратов по цене до 50 рублей. В более дорогих сегментах продажи увеличились в пределах 10%. Государство уже ограничивает рост цен на жизненно важные и необходимые лекарства. В таком списке уже находится 650 непатентованных наименований медикаментов, которым соответствует порядка 30 тысяч брендов препаратов. А в 2020 году из списка исчезнет 1 медикамент и 24 добавятся. Итоговое сочинение сегодня писали 11-классники по всей стране. Это, по сути, допуск к сдаче единого государственного экзамена. А для некоторых выпускников становится первой частью вступительных испытаний в ВУЗ. Итоговое сочинение по желанию могут написать также выпускники прошлых лет, чтобы представить его результаты при поступлении в вузы. С учениками 6-й школы пообщалась наш корреспондент Тамара Хашагульгова. Умение сочинять, логично мыслить, а еще опираться на литературные источники и, конечно, на себя родимого. От этой работы будет зависеть, допустят их к единому госэкзамену или нет. Готовилась я долго. Надеюсь, все будет хорошо. Я надеюсь, что мне попадется добро и зло, потому что мне эта тема ближе. Я много читала именно на это направление.
Оценивает сочинение по системе «зачет или не зачет», соответствие теме, аргументация с привлечением литературного материала, композиция, логика рассуждения, качество и грамотность письменной речи. Чтобы успешно написать сочинение, оно должно соответствовать таким критериям. А еще по объему быть больше 250 слов. Сегодня на нашем пункте зарегистрировано 318 человек, подготовлено 19 аудиторий. И вот в отличие от ЕГЭ у нас аудитории закреплены за школами. То есть какая-то школа имеет свою отдельную аудиторию. Тему мы только что получили. С сентября месяца мы активно готовились к итоговому сочинению. Мы знали заранее даты, когда они будут писать его. Дети читали произведения к этим направлениям. Детям было интересно рассуждать над ними. Я очень надеюсь, что они сдадут, потому что они были у меня хорошо подготовлены. Не только у меня, дети сами очень умные, грамотные. У нас было пробное сочинение, все они по этому сочинению получили зачет. Направления, по которым 11-классники будут писать сочинения, распределили заранее. «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она», а также «Война и мир», посвященные 150-летию знаменитого романа Льва Толстого. В этом году их 5, а вот темы держатся в секрете до последнего. Но для Дамира Сапралиева это не проблема, ведь его любимые предметы в школе – русский и литература. К тому же он мечтает поступить на специальность с творческим направлением. Мне попалась тема духовного пути. Я смог описать все. Как аргументы я использовал произведение Достоевского «Преступление и наказание», а как второй аргумент я использовал историю религии. Я описал духовный путь Раскольникова. На выполнение задания школьникам отводится 3 часа и 55 минут, но некоторые справляются с этим быстрее. Лиане Дидиковой на написание сочинения понадобилось только 1,5 часа. Я выбрала направление «Надежда и отчаяние», и там тема была такая: какую книгу вы бы посоветовали тому, кто устал надеяться? Я выбрала это направление, так как оно было мне показалось очень легким, и я очень так долго готовилась к этому. Можно сказать, что я выбрала даже правильные к нему аргументы, и я думаю, что у меня будет зачет. А тому, кто готовится, там, в принципе, и легко. Результаты итогового сочинения будут известны уже через 2 недели. Выпускники, которые не справятся с заданием, или те, кто по каким-либо причинам не смог его написать сегодня, получат такую возможность уже в феврале или в мае следующего года. Тамара Хшигульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Заслуженный учитель республики, почетный работник образования Российской Федерации, а теперь еще и ветеран труда. Педагог Лиза Эсмурзиева стала наставником, поддержкой и опорой для своих многочисленных учеников. В профессии эта женщина уже 45 лет. Поздравить с присвоением очередной награды, да и просто пообщаться с признанным мастером своего дела, выехала наш корреспондент. А без какого доктора засохли бы деревья, кусты, и мы не смогли бы жить. Педагог – это не просто работа, которая приносит доход. Это настоящее призвание для нее. Хотя в начале своего пути она и не думала, что будет преподавать русский язык и литературу, совмещая их с дополнительными уроками для младшеклассников. Во многом этому выбору поспособствовала ее учитель литературы. Лиза Тархановна любит свое дело и своих учеников, которые отвечают ей тем же. Без любви ничего не получится, конечно. Искренность, ответственность за порученное дело – добиваться такой же взаимности. Будешь сам, что посеешь, что пожнешь. Заслуженный учитель республики, почетный работник образования Российской Федерации, а теперь и ветеран труда. Последнюю корочку Лиза Тархановна забрать еще не успела, но это не умаляет ее радости. Она никогда не стремилась к таким почетным регалиям, но они всегда сами находили ее. Пусть это не награда, пусть даже просто похвалят, словесно. И то хочется оправдать эти слова. Уже даже не будем говорить награды, денежные, там такие. Я и такие тоже не пренебрегаю и сама люблю похвалить. Если я вижу, есть за что похвалить. Детям нравится, учителям нравится. Хороший педагог и верный наставник. В этой профессии она аж с 1974 года, 45 лет. А в Малгобекской 6-й школе работает чуть меньше, 36. Все это время она неустанно трудится, отделяясь знаниями и умениями со своими учениками и молодыми учителями, которым тоже помогает в нелегком деле. Энергично работать, любя свою профессию, это отрадно, это считаю я подвигом человека сегодня.
Вот когда такие люди остаются в коллективах, и коллектив постоянно имеет такую, как и здоровую силу, и вот это непосредственно дает пример молодым педагогам, которые начинают работать в школах. У Лизы Тархановны двое сыновей. Хоть они и не пошли по стопам мамы, зато некоторые ее ученики, вдохновленные ею, выбрали ту же профессию. А кто-то даже преподает в той же школе, что и любимый наставник. Когда я училась в 7 классе, Лиза Тархановна в нашей школе, другой, не в этой школе, в 11 школе стала работать после университета учителем русского языка и литературы. Она очень хорошо знает свой предмет учитель. Как товарищ, как педагог, как коллега, я только хорошее могу сказать. Но так получилась судьба, что в этой школе мы встретились опять с ней. С 92 года я здесь, как пришла в школу, учитель начальной школы, стала опять коллегой Лизы Тархановны. Лиза Тархановна не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Новое звание лишь вдохновляет ее на продолжение любимого дела. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. В Ингушетии продолжается всероссийский открытый турнир по боксу среди мужчин класса А. Сегодня уже второй день. Бои прошли в весовых категориях 60, 69, 75 и 81 килограммов. По итогам вчерашних встреч на татами победителями стали 9 ингушских борцов. Репортаж Харуна Аздоева. Второй день турнира по боксу памяти первого героя России Сулумбека Асканова обещает быть не менее насыщенным и зрелищным, чем само открытие. И сегодня на ринг выйдет один из фаворитов весовой категории 60 килограмм Исмаил Нестоев. Несмотря на регалии соперника, воспитанник Вахи Баркинхоева не намеревался уступать победы именитому оппоненту. С первых минут УС Дакиев начал мощную бомбардировку, как говорится в боксе, по всем этажам. И в итоге такая тактика принесла свои плоды. Тренерским штабом Исмаила Нестоева принято решение снять своего бойца от продолжения поединка. Досрочная победа техническим нокаутом присуждена воспитаннику Сурхахинской школы бокса. После первого раунда получил задание от моего тренера, чтобы я завершил этот бой досрочно. Так у меня получилось. На втором раунде я больше давил, и у меня получилось закончить этот бой досрочно. Я прессинговал своего соперника, больше атаковал, и все. Так получилось, что он отказался выходить на третий раунд. Последний месяц уходящего года в Ингушетии традиционно проходит под спортивной звездой. Турнир класса А по боксу – это один из самых интересных видов соревнований в данном виде спорта. Естественно, что и состав участников собрался довольно сильный, для которых ценность победы предполагает бескомпромиссную борьбу. Боксеры хотят получить звание мастера спорта, но минимальное допустимый уровень – это кандидат в мастера спорта. То есть все боксеры, участвующие здесь, имеют первоначальную подготовку кандидата в мастера спорта. В связи с принятыми изменениями Министерством спорта России должен участвовать 21 регион. И вот уровня при выполнении на этом турнире нет. Но для боксеров это такой необходимый уровень подготовки. Они показали и тренировочный такой хороший задел. В весовой категории 69 килограмм на ринге развернулась напряженная борьба за выход в полуфинал. Исрапилу Добриеву противостоял напористый боксер, представляющий Республику Северная Осетия. Легко передвигаясь и нанося разящие удары с дальней и средней дистанции, воспитаннику школы бокса Макшарипа Мистоева удалось вытянуть противника на себя и достаточно результативно работать вторым номером, несмотря на то, что состояние здоровья не позволяло показать весь свой максимум. У меня проблемы с шеей, я буду драться, потому что я пришел побеждать. Практически у меня все получалось, но третий раунд я устал, но все равно, алхамдулилlah, я выиграл этот бой. Соперник был сильным, но я выиграл за счет своего характера и поддержки публики. Для большинства боксеров подобные состязания являются первым шагом к достижению главной цели спортивного пути. Поэтому многие тренеры привезли своих бойцов для проверки сил перед предстоящими состязаниями. Наставника дагестанского боксера, кроме класса соревнований, привлекло географическое расположение республики хозяйки турнира. Близко находится этот регион, тоже Ингушетия, тоже рядом находится, недалеко ехать. И поэтому приехали в ближайшее место, и первый турнир, который нам нужен был для обкатки здесь. И турнир тоже неплохой, сказали вроде бы, поэтому приехали посмотреть, побоксировать, попробовать себя. Постараемся пробиться, хотя бы за медали побороться, постараемся. Мастерам кожаной перчатки предстоит еще 3 дня оспаривать право сильнейшего боксера турнира, вплоть до финальных поединков. А поклонников бокса ждет еще более ожесточенное противостояние в каждой весовой категории. Харун Аздоев, Джамалил Тамасханов, Новости 24.
Сегодня в Ереване прошло торжественное подписание договора о сотрудничестве между научно-исследовательским институтом древних рукописей Матенадаран имени Месропа Маштоца и Ингушским государственным университетом. Сотрудничество с Матенадаран и доступ к древним рукописям позволит восполнить многие пробелы глубокой истории ингушей, восстановить некоторые письменные памятники ингушской истории, уточнить географические особенности векторов расселения ингушей и даст возможность создать каталог древних рукописей и архивных документов. Ученые ИНГУ смогут работать с первоисточниками, проводить с сотрудниками фонда Матенадаран исследования и реализовывать совместные проекты. Исследователи нашего университета получат доступ к созданному и постоянно увеличивающемуся электронному каталогу древних рукописей и манускриптов армянского архива. Заключение такого значимого договора является продолжением деятельности университета по изучению истории Ингушетии. Директор фонда Матенадаран господин Ваан Тергивандян лично провел экскурсию для нашей делегации по фондам института. Этикет, кризисные явления в экономике и рациональность использования криптовалюты. Эти стратегические в современном мире, а главное интересные темы сегодня поднимались на конференции в Ингушском госуниверситете. Мероприятие под названием «Финансы, теория и практика» провели к юбилею вуза. Затем, как защищали свои проекты смышленые студенты, наблюдала наш корреспондент Хава Гагиева. Аваль, банкинг, блокчейн, инкассы – слова сложные для восприятия человека с гуманитарным образованием, однако для учащихся сегодняшней конференции это как дважды два. Подобными словами они жонглируют с легкостью. Так, например, студентка 3-го курса Луиза Аздоева, влюбленная в свое дело, охотно пишет статьи, выступая с докладами, но сегодня ее цель – выслушать мнение других и обменяться советами. Больше всего мне понравился доклад профессора Чеченского университета Идилова Ибрагима, посвященный криптовалюте и развитию блокчейна в российской экономике. Мне интересна тема технологий, в том числе, как они взаимодействуют с финансами. Конференция «Финансы, теория и практика» уже стала доброй традицией и проходит не в первый раз. А в этом году она приурочена к 25-летию Ингушского государственного университета. Помимо того, что тут рассматриваются финансовые аспекты, связанные с вызовом современности, университет также принимает подарки и поздравления от гостей. В прошлом году мы проводили международную конференцию о том, о чем вы говорили, цифровая экономика, региональные аспекты, это сборник конференции. И если вы вдруг к нам поедете в гости, вот вам наш значок. Всего на конференции представлено 5 секций. Спектр вопроса, охваченный спикерами, был широк. По мнению декана финансово-экономического факультета Мусы Мержо, финансы являются двигателем прогресса, и чтобы не отставать от современного мира, нужно постоянно развиваться. Есть такие компетенции профессиональные, которые мы должны осваивать и давать их осваивать нашим студентам, молодым исследователям. И вот на таких площадках формируются определенные знания о выступающих наших молодых людей, студентов, аспирантов. Поэтому очень положительный эффект получает каждый, и организаторы, и участники данной конференции. Только на таких мероприятиях они себя как-то раскрывают с научной точки зрения. Поэтому, выступая, слушая своих коллег с других республик, с других университетов, они смотрят свои минусы, недочеты, улучшаются в любом случае. Поэтому, я думаю, только положительный эффект получает каждый участник. Темы докладов прозвучали различные, начиная от этикета, как стимулятора разрешения экономических проблем, до кризисных явлений в экономике. Кульминацией, по мнению многих студентов, был доклад о криптовалюте и ее необходимости в современном мире. Ибрагим Идилов считает, что в будущем люди будут оперировать цифровыми валютами. То, что было, когда запускался интернет, мы знаем, насколько болезненно нам было это все осваивать тогда, насколько сложно было. Никто даже не знал, к чему это приведет. Вот те изменения, которые предстоят в будущем, они более масштабные, более грандиозные. И я бы просто призвал наших людей побольше об этом думать. В современном мире, когда ученик может превзойти своего учителя, нужно работать сообща. Поэтому здесь научные руководители приехали со своими подопечными. И если для специалистов это площадка для обмена опытом, то для молодежи это еще и место для новых знакомств и обретения друзей. Студенты считают, что участие в конференции расширяет их возможности, открывает для них новые перспективы, да и атмосфера там царит особая. Мне интересно было услышать мнение специалистов. Тут было много людей, которые знают в этой сфере.
много полезного узнал. Завершилась конференция деловой игрой с участием всех авторов докладов, студентов и магистрантов, которые сформировались в две команды и предлагали аргументированные решения озвученных проблемных ситуаций. А по итогам была определена лучшая команда и победитель в индивидуальном зачете. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. Печальная новость. Сегодня на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной Мухтар Матиев. Его военная жизнь была насыщена героическими моментами. На войну он ушел добровольцем в 19 лет и почти сразу был удостоен офицерского звания. Воевал под командованием маршала Советского Союза Ивана Кунева и не раз спасал ему жизнь. За проявленные в годы войны мужество и отвагу был награжден высокими государственными наградами. В их числе и медаль к 70-летию Великой Победы от президента России. Жизненный путь Матиева – еще одно свидетельство того, какой дорогой ценой досталась та победа. Выражаем близким и друзьям ветерана искренние соболезнования. Разрешение на предпринимательскую деятельность, наличие документации, постановки на налоговый учет – все, что обеспечивает понятие законности бизнеса, его легальность. Сегодня проверяли в селении Нижние Чулуки. В рейд вышли сотрудники налоговой инспекции совместно с районной администрацией. Репортаж нашего корреспондента. Придорожный магазин «Белый магнит» уже с раннего утра привлек к себе внимание комиссии, отправившейся в рейд для выявления фактов незаконной предпринимательской деятельности. За кассой уютного просторного магазина Булихан Балкоева. Свой маленький бизнес она начала еще около 12 лет назад и с тех пор является образцом добропорядочного предпринимателя и на хорошем счету у местных налоговиков. Санитарная книжка, да, налоговый учет, налоговый. Процесс оформления ИП и дальнейшее ведение предпринимательской деятельности невозможно без документов, необходимых для постановки на налоговый учет. Наличие таких в этом магазине отметил и налоговый инспектор Магомед Умаров. Оплата есть, квитанция. Все в порядке в данном магазине. Оплаченная квитанция для предпринимателей как зеленый свет светофора для водителей. Этот документ также является обязательным. Долгие и утомительные бюрократические процедуры усложняли весь этот процесс. Теперь же все иначе. Пожалуйста, приходите к нам. Наши сотрудники помогут оплатить терминал от еще налоговую инспекцию, уже терминал, чтобы не приходилось идти в банк, делать квитанцию, потом приносить ее в налоговую. В общем, ждем вас. По словам Магомеда Умарова, ведение незаконной предпринимательской деятельности здесь, на территории Малгобекского района, явление хоть и нечастое, но таких случаев хватает. Он признается, что некоторые предприниматели порой допускают грубые нарушения из-за банальной неосведомленности. В городе Малгобек и в районе есть около 20 предпринимательских нарушений. Да. Там уже мы некоторые материалы направили в суд, мировой суд. Ведется работа. В общем. Есть такие предприниматели, бизнесмены наши, которые могут открыть магазин, открывают и даже не знают, что должны быть такие документы, в общем, надлежащие документы. К слову, за бизнес без регистрации ИП или ООО штраф достигает до 2000 рублей, а штраф за осуществление физлицом предпринимательской деятельности без лицензии достигает до 2500 рублей, причем с конфискацией средств производства и продукции. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. Отпор пагубным привычкам молодежи решили дать сегодня в пожарно-спасательном колледже. Там прошел тренинг для студентов. Его инициировало Министерство образования. Организаторы считают, что легче предупредить сознательную молодежь о вреде наркотиков, чем потом бороться с этой зависимостью. Репортаж Светланы Томовой. Чем вы скажите о встрече сегодняшней? Вот так с каждым из присутствующих знакомится спикер семинара. По ее мнению, в начале тренинга необходимо наладить контакт со слушателем. Только в этом случае информация будет принята к сведению. Магомед Янерсанов уверен, что наркотики делают молодежь слабой и зависимой, доставляя проблемы не только себе, но и своей семье. Поэтому в борьбе с этим злом должно объединиться все общество. К словам выступающих ребята прислушиваются внимательно. Часто проводимые эти семинары дает нам пользу. Наркотикам вред приносит не только себя, но и окружающим семье.
близким. Они же переживают за этого человека и воспитывали. Фатима Атыбаева согласна со всем, что говорят на сегодняшнем семинаре. Отмечает, что многие считают, если наркотики не употребляются внутривенно, то все не так страшно. Но в современном мире существует целая группа наркотиков, которые по цене доступны каждому. Девушка уверена, что ребята, потребляющие наркотические средства, имеют слишком много свободного времени, которое могли бы провести с пользой. Лично мое мнение, человек должен учиться. И если человек будет много учиться, чтобы стать, во-первых, достойным сыном или дочерью для своих родителей, это главное, я считаю. И если человек будет ходить в библиотеку, у нас они есть, национальная библиотека, будет все время себя вести, все время учиться, то на такие негативные последствия на наркоманию у него просто не хватит времени. На сегодняшний день на учете в наркологическом диспансере состоят свыше 1500 человек. Но, к сожалению, даже эти показатели недостаточны для молодых людей, чтобы избавиться от этой пагубной привычки. Они постоянно находятся в поисках новых ощущений, считает педагог-психолог пожарно-спасательного колледжа. Правда, по словам Алихана Арцханова, в их учебном заведении не выявлен ни один случай потребления их студентами наркотических и психотропных веществ. На сегодняшний день эта проблема очень остро стоит перед современным обществом. Это настоящая эпидемия сегодня распространяется. Поэтому если мы не убережем своих детей, молодое поколение от этого зла, то плохи наши дела. Поистине. Попросту могут это деградировать и исчезнуть. А с исчезновением молодежи далее уже вопрос стоит об исчезновении самой нации и самого народа. Вот настолько актуальным сегодня является данная проблема. По мнению организаторов мероприятия, мы привыкли умалчивать о своих проблемах, боясь общественного порицания. Это несмотря на то, что наркотики оборвали жизнь многих молодых и перспективных людей. Поэтому об этом необходимо говорить постоянно. И, возможно, такие встречи смогут предостеречь нашу молодежь. Мы сталкиваемся именно с проблемой того, что не хотят понимать. И особенно родители детей чаще стараются не говорить об этом вообще, не идти на контакт, так сказать. Считаю, что это как бы личное дело каждого. Организаторы мероприятия надеются, что такие встречи не пройдут бесследно, а слова, сказанные искренне, сумеют предостеречь многих от употребления наркотических препаратов. Светлана Томова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Госдума приняла законопроект, согласно которому с 2020 года будут введены в эксплуатацию электронные трудовые книжки. Так, с 1 января работодатели могут сформировать для сотрудников электронный файл с информацией об основных местах работы и трудовом стаже. Там также должна быть указана информация об увольнениях и причинах прекращения трудового договора. О нововведениях работодатель должен уведомить сотрудников до 30 июня 2020, а также предложить им продолжить вести бумажную трудовую книжку или перейти на электронную. Законопроект коснется и новых работников. Те, кто только начнет работать в 2020-м, электронные книжки будут оформляться сразу. В спортивной школе имени Лейлы Албогачиевой прошел открытый республиканский турнир среди юниоров по спортивной борьбе самбо. Мероприятие традиционное и связано с именем известной альпинистки, несколько раз взявшей в свое время Эверест. Репортаж нашего корреспондента. Честь нашей сестры Албогачиевой Лейлы, которая 12 раз на Эльбрус восходила, которая 2 раза не 150 борцов со всех районов Ингушетии собрались в спортивной школе в Али-Юрте, чтобы продемонстрировать свои силы в 32 весовых категориях. Участники выступают одновременно на 2 татами. У каждого спортсмена своя цель на этих соревнованиях, но всех их увлекает дух соперничества и огромное желание победить любой ценой. Сегодняшняя встреча борцов посвящена известной российской альпинистке, учительнице русского языка и литературы из Ингушетии Лейле Албогачиевой. Она единственная россиянка, покорившая Эверест дважды, поднималась с южной и северной стороны горы. Трагически погибла при восхождении на Эльбрус в 2014 году. У нас это не первый турнир в честь Лейлы Албогачиевой, дочери ингушского народа, истинной патриотки России, которая 12 раз на Эльбрус взбиралась, 2 раза на Эверест,
российский флаг, ингушский флаг поднимала. Это для нас, для Ингушетии, конечно, это большие достижения. Мы гордимся этим, что Ингушетия вырастила такую дочь. Лейла Албагачиева была жительницей Али-Юрта, где до сих пор живет ее семья. Племянник Лейлы Илес Албагачиев, ученик спортивной школы ее имени. И сегодня он также выступал на соревнованиях, посвященных памяти своей тети. Внеочередной республиканский турнир памяти Лейлы Албагачиевой проходит в Фоке уже 3-й год. В этот раз организовать очередное соревнование помог Хидриев Тимур. Турнир мы проводим для популяризации, развития данного вида спорта, а также привлечения молодежи в спорт. Что мы можем наблюдать сегодня? В прошлом турнире, если участников было в количестве 100 человек, на сегодняшнем турнире первый день участников в количестве 150 человек. Это дает знать о том, что мы идем в правильном направлении, и данный вид спорта развивается, да и вообще спорт в целом. Победителей ждут кубки и медали, а участников поздравят грамотами. Но главный приз для этих ребят – возможность получить опыт, так как после этих соревнований начнутся турниры по отбору на СКФО. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхабил Акиев. Новости 24. Трапеза с животными вдвойне аппетитнее. Владелец ресторана в Шэньяне, одной из провинций Китая, потратил около 43 тысяч долларов, чтобы приобрести 2 альпака. И не прогадал. Теперь эти симпатяги в галстучках – официанты. Правда, альпака трудятся не особо рьяно. Они в основном лавируют между столиками, принимают посетителей угощения и ласку. Однако эти животные стали прекрасной рекламой ресторана, и посетителей там прибавилось. Многие люди идут туда даже не для того, чтобы перекусить, а скорее для того, чтобы оказаться в необычном контактном зоопарке. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.